На протяжении многих лет при Нерюнгринской городской библиотеке работают курсы компьютерной грамотности для пенсионеров и людей с ограничениями в жизнедеятельности. Индивидуальный подход к каждому обучающемуся не позволяет набрать группу более 6 человек. Поэтому на ближайшие 3 курса группы уже сформированы. Программа рассчитана на 1,5 месяца обучения. То есть мы осваиваем компьютерную грамотность, работу с текстом, таблицами, интернет, госуслуги, запись на прием к врачу, покупка билетов, авиа, ЖД, покупка в интернет-магазинах, пользование интернет-аптеками. В общем, все услуги, те, которые необходимы в реальной жизни нашим студентам-пользователям. Регистрация, подтверждение, восстановление учетной записи, помощь при оформлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде через портал госуслуг. Для решения этих задач в феврале этого года в библиотеке открылся сектор электронных услуг. Спустя несколько месяцев работы определились основные запросы от населения. Большинство, конечно, затрагивает у нас по линии ГИБДД, то есть это и права вождения, это регистрационные действия, то есть какие-то с автотранспортом, то есть вот такая вот динамика происходит. По линии МВД конкретно тоже, конечно, есть ФСС, социальное страхование, потом Пенсионный фонд России, тоже очень много моментов и услуг пользуются спросом. Востребованность среди жителей города этого вида услуг очевидна, ведь одним из преимуществ электронного документооборота является оперативность получения справок, выписок и другой информации. Мне нужна была справка о несудимости. Я обратилась в МФЦ. Мне сказали, что там будет через месяц справка готова. Посоветовали обратиться сюда, в Центральную библиотеку. Я обратилась к Ольге Викторовне. Все она мне сделала, зарегистрировала меня в госуслугах. И справку я получила на следующий день. Важно понимать, что сектор электронных услуг работает в рамках проекта «Цифровая экономика», поэтому вся помощь населению оказывается бесплатно. Ирина Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри.